Я говорю, куда же ты попробуй ломат есть. И палки, конечно, да, хорошие. Я только шпион. Посайлись! Мурнарцы, чебоксарцы, ядринцы, нижнемочарцы. Так, уважаемые пограничники, равняйсь! Смирно! Пограничный стол. Начните торжественный митинг по случаю открытия пограничного столба на территории Нижнемочарского сельского поселения объявлять открытым. У нас стала добрая традиция, когда мы живы, когда наша память еще не померкла, оставить о себе добрый след, чтобы наши потомки, наши дети, внуки, глядя, как их отцы и деды служили, равнялись на нас. Сейчас собрались чебоксарские ребята, бурнарские, ядринские, местные. Вот благодаря вот этому парню, выйди, пожалуйста, Юрий Засумич. Выйди, как говорят. Благодаря этому парню, по его инициативе, началось строительство пограничного столба. Ну, трудности мы преодолели, организационные вопросы решили. И сегодня, 31 числа, решили сделать открытие. Очень большую помощь оказывал Сергей Владимирович Малов, депутат с этого поселения. Мы его отметим, само собой. Ну и этот. Слово представляем Юрию Засумичу. Ничего я могу сказать. Эта идея началась еще где-то лет 15 назад. Мы хотели поставить около Баранихи, как поднимешься, там есть такое место свободное, а внизу колодец. Но нам совхоз не дал это место. Вот и потом разошлось. Потом сюда хотели поставить. Там, говорит, садик. Ну вот и пришлось сюда ставить. Молодцы. Слово представляется нашему руководителю. Правда, его иные заглазно называют полковником. Это он это фрита запаса. А Далее Борисовичу. Уважаемые пограничники, ветераны, афганцы, гости, приглашенные односельчане, поздравляю вас с открытием пограничного знака в деревне Нижние Мочары Ядринского района. Очень отрадно, что 28 мая, в день пограничника, в селе Шемурше под руководством активных пограничников Егорова, Ситриванова, в селе Ячики, братьев Кучковых, Германа и Владимира, деревни Белое озеро Ячикского района, Любомира Леонтьева и Владимира Евграфова, а также в селе Аликова Бориса Степанова, а также в Шумилинском районе деревни Егоркина, а также в Бурнарском районе деревни Шинель-Паси открылись памятники, пограничные знаки и обелиски. А также в городе Канаше был открыт боевой вертолет Ми-24В. На открытие этого памятника приехали высокие гости из Москвы, 3 героя России. Из них Евгений Борисов, герой России, Чувашии, а также пограничник, генерал-лейтенант Николай Федорович Гаврилов, а также Леонид Якубович. Сегодня в деревне Нижние Мочары 31 мая тоже открывается этот наш любимый, наш пограничный знак.
Давайте поздравим им аплодисментами. И помянем наших погибших пограничников, ветеранов, Великой Отечественной, всех в боях локальных войн. Минуты молчания. Меня зовут Шорник Анатолий Борисович, я являюсь председателем правления Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства. Наша общественная организация проводит много мероприятий, в том числе автопробег, живая память. В прошлом году мы провели и в этом году. Немного истории. Из пограничных войск более 62 тысячи участвовали в войне, десятилетней войне в Афганистане. Из них более 20 пограничников награждены боевыми наградами. Погибли из них в этой войне около 600 пограничников, в том числе 9 пограничников Чувашии. В память них и в честь вывода, 25-летия вывода советских войск из Афганистана, в этом году Чувашская республиканская общественная организация пограничного братства был организован автопробег по местам захоронения пограничников. Мы посетили могилы первого героя России Николая Смирнова, второго героя России Николая Леонида Сергеевича Константинова. Потом мы поехали в Маргаушском районе, посетили могилу Юрия Михеева, потом в Красночитайском районе, потом в Шумлинском районе, Полярный Звезду мы посетили, потом в Урнарском районе Михайлова Георгия, кстати, посетили, а также у нас в Канарском районе 3 пограничника, погибшие в Афганистане. А также мы посетили в городе Новочебоксарске 2 пограничников. Закончили мы свой автопробег в Чебоксарах, в Аллее Славы. Очень отрадно, что пограничники Дядинского района участвуют в наших мероприятиях. Хочу отметить руководителя отделения Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства вашего земляка Сергея Порфирьевича Чернова, а также его заместителя Сергея Ивановича Антипина. Сегодня мы приехали с утра открывать этот пограничный знак, а также участвовать. В 10 часов у нас открывается турнир памяти вашего земляка Константина Долбилова, награжденного орденом Боевой Красной Знамени. Там встречаются ветераны афганской войны, чеченской войны, всех конфликтов, а также ветераны всех регионов соседних. И это мероприятие организовано Всероссийской общественной организацией ветеранов Боевого братства. Нашим лидером Игорем Михайловичем Кашаевым. Мы тоже будем участвовать на этом мероприятии 3-й раз. Мы создали, кстати, привезли для участия, кстати, волейбольную команду, а также по рулововцу. Надо будем играть, стрелять тоже будем. Так. А в честь нашего мероприятия, в честь открытия этого памятного пограничного знака, а также за активное участие в мероприятиях, проводимых Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства, награждается грамотой Данилов Петр Валентинович за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Председатель правления пограничного братства Анатолий Шорников. Поздравляю. Служу пограничному братству. А также награждается Орлов Александр Михайлович. Дегтярев Владимир Юрьевич. Поздравляем. Служу пограничному братству. Около пограничного столба. Подожди, а носка? А ко мне? Это не всегда.
И ты видишь, в вашей деревне пограничный столб как-никак открывается. Спасибо еще раз. Галкин Владимир Николаевич! Поздравляем за активное участие в наших мероприятиях. Сейчас мы даже будем Служу боевому братству и пограничному. и пограничному братству. Поздравляем. Сорокин Эдуард Семенович! Не подсказывай. Служу пограничному братству. Так. Спасибо за внимание. Наше мероприятие продолжается. Слово главе Нижнемитярского сельского поселения Лопашкину Ивану Ильичу. Приятно видеть на территории своего поселения таких бравых ребят, которые показывают честь, мужество, силу, чтобы молодые люди, такие как наши дети, получается, равнялись на таких здоровых, бравых парней. Сегодня при открытии вот этого пограничного знака который украсит не только вот этот участок, но и нашу деревню. При въезде она очень красиво смотрится. Замечательно было. И мне хочется отблагодарить людей, тех, которые дали мне подсказку, что желательно бы вот такой значок, знак открыть пограничного братства. Я тоже помог им немножечко, указали место и так далее, выделили, они посадили деревья, знаки сделали и так далее. Ну, надеемся, дальше будут за ним присматривать. Поэтому я бы хотел наградить почетными грамотами активных участников при установке вот этого знака. Это Ильин Владимир Николаевич награждается почетной грамотой за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Служу пограничному братству. Также самый главный зачинщик этого мероприятия — это Петров Юрий Зосимович за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Служил Советскому Союзу и пограничным войскам России. Пограничное братство. Обязательно братство. Это Так. Награждается почетной грамотой Григорий Петр Витальевич за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Рядом с внуком сфотографируйте, пожалуйста. Это его внук. Награждается Ананьев Иван Петрович за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Служу пограничному братству. Павлов Николай Иванович за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Нет. Также хотели поблагодарить благодарностью депутата от Мачарского сельского поселения, депутата районного собрания депутатов от Мачарского сельского поселения Малова Сергея Владимировича за большой вклад и за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он помог в приобретении вот этого пограничного столба, как раз выделил денежные средства. И награждается председатель Ядвинского отделения пограничного братства Чувашии и Чернов Сергей Парфис за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уроженец деревни Верхней Мачары, Мачарского сельского поселения. служу пограничному братству. Дальше хотелось бы сказать, что этот знак у нас приурочен к
первому пограничнику, уроженцу деревни Нижней Мачары, Николаева Никиты Николаевича. И у нас сегодня присутствует здесь дочери и внук. Все подойдите. Подойдите. Николай Никита Николаевича. Вот они все в сборе. Вот хотелось бы им дальше предоставить. Мы не ожидаем, конечно, этого. Большое представить огромное спасибо за честь, за такую честь. Спасибо. Дальше кто скажет? Ну, я внук, первый я внук. Давай. Ну, пускай скажет, какие там года служил. Вот как раз Хочу давай. сказать большое спасибо всем погранцам, которые, значит, организовали такое мероприятие в знак и в честь нашего дедушки. Он служил, значит, с октября 1937 года в Могилевской погранзаставе по сентябрь 41 где-то там служил. И потом демобилизовался после войны 29 только ноября 45 года. 8 с лишним лет он отдал, в принципе. То есть войну встретил в первый день? Да. Первый день. Первый день он получил задание, первую минуту. Взорвать военный склад, сказал он. Я как помню, Рассказывал. дедушка постоянно к нему приходили, значит, когда маленький был, приходили к нему погранцы встречать День пограничника. Тут, наверное, Каждый год, да, приходили. каждый год приходили к нему. Я хочу передать слово все-таки старшей тете Ларисе, да, старшей сестре. Еще раз что могу добавить? Встретил, говорит, первые минуты войны, значит, на границе. Вот вспоминание его рассказ, из его рассказа. Там, говорит, речка между Польшей и нашей Россией протекала. С одной стороны, мы, говорит, солдаты стояли, ну, пограничники. С другой стороны, немцы, когда уже больше взяли, немцы там, говорит, даже, говорит, честь давали нам, говорит. А как война началась, это, говорит, страшное было, говорит. 4 часа утра бомбят, стреляют, кричат, там это такая страшная картина, там же дети и военных семьи же были, и вот рассказывал он. И говорит, нас, говорит, тут же, в ту первую же минуту, значит, встали по тревоге в строй, и тут же, говорит, задание нам 7 дали. Из 7, говорит, только вышли 3. Все там, когда из окружения выходили, все погибли, 3, говорит, остались живыми. Только вот выполнили это, говорит, взорвали, говорит, эту базу, потому что немцы, ни в коем случае немцам нельзя было оставить. Вот он рассказывал. И вот, говорит, выходили, там по дороге везде немцы. Это когда выходили, в одну деревню доехали, это, говорит, ночью уже, там с края улицы, значит, к одному дому подошли, мы же голодные еще, говорит. Нам есть хочется. Постучали, вышел, говорит, этот молодой такой здоровый. И он что-то посмотрел, они же в военной форме стояли. Он тут же побежал, а тут вторым, потом выходит, говорит, старик. Уходите, сейчас немцы приведут. И нам говорит, молодой вот так. А старый, говорит, вышел, тут же нас дорогу показал. Какой там хлеб, говорит, он вслед показал дорогу, там за огородом, говорит, там как раз эти камыши растут, там же очень водянистое место, говорит дедушка. И вот туда, мы, говорит, вот речку туда зашли, вот камыш, видимо, и дышали, сидели в воде до ночи. А как мы только туда как успели, говорит, тут же уже немецкие голоса слышны, там овчарки там лают, говорит. Мы как-то вовремя вот этот старик успел нас, говорит, туда спрятать. До ночи сидели, а потом вышли, опять дальше, говорит. И еще вот рассказывает, когда идем дальше, через железную дорогу прошли, к утру смотрим, еще деревня. Там уже, говорит, на виселице висят, человек 5 немцы уже повесили там этими. Вот такие страшные вещи рассказывал он. Но это рассказывать, конечно, тяжело, говорит, все вспоминать, все говорил. Потому что немножко, когда выпивший, вот только, а так, говорит, в трезвом виде, говорит, это невозможно рассказывать. То, что он видел. И там умирал, как-то чуть не похоронили меня, говорит. Да. Ага. Пришли похоронить, А он сидит. Кругом мертвые, говорит, лежат. Такое было. А я сижу, а тут жив, меня говорят. Я говорю, жив, смотрю, вот так ничего, говорит, не понимаю, видимо, память потерял. А если бы, говорит, ночью похоронили, тебя тоже похоронили.
службу вместе. Хорошо, что до утра ждали, сказал приветы. А зимой было, а холодно, а ночью на складе там Очень много таких случаев, конечно. Тоба в краю. Спасибо всем. Всем большое спасибо. Большое спасибо. Служите дальше. Молодец, пускай служит. Да. Огромное вам спасибо пограничникам. Всего доброго желаем вам. Очень рада. За вас мы не ожидали этого, конечно, не ожидали. Спасибо организаторам вот это все вот это. Спасибо всем. Это очень просто традиция, конечно, да, правильно. Так, уважаемые пограничники, у нас тут все прибыли пограничники, односельчане. Грамотой от Чувашского республиканского общественного организации пограничного братства награждается Орлов Александр Михайлович за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Молодец. Служу пограничному братству. Разрешаю. Так, за помощь и содействие ветеранскому движению награждается и поддержку мероприятий Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства Краснов Николай Владимирович. Служу пограничному братству. Уважаемые пограничники, завершая свое выступление, хочу сказать, что наши все мероприятия, планы, которые делаем мероприятия, все отражается на нашем сайте, сайт пограничников Чувашии. Это просто, наберите в поисковике сайт пограничников Чувашии, пограничное братство. Там сразу наш сайт выходит. А также призываю вас принимать участие на наших мероприятиях. В прошлом году мы провели первый пограничный турнир в поселке Бурнаре. В этом нашем мероприятии участвовали около 100 пограничников республики. Также призываю, приглашаю вас принять участие 5 июля в этом году также в поселке Бурнаре. Спасибо за внимание. Тут у нас местные жители присутствуют. Подойдите, пожалуйста, скажите слово. Вы здесь, в Нижнем Узере живете, кто-нибудь слово скажите. Все равно это вам ухаживать вместе за столом. Давайте. Хочется выразить благодарность за этот знак. Это прежде всего вы служили, вы честь Родине отдали, у вас гордость за Родину, вы и так будете служить. Это большое значение имеет для подрастающего поколения, что очень важно. Глядя вот на этих ребят, у них уже есть желание служить, потому что пришло такое время, что не всем охота служить в армии. А вот этот знак, вот это участие, вот ваша инициатива, ваши эмоции, ваши дела послужат главным толчком служению Родине, патриотическому воспитанию поколения подрастающего. Вот мне, как бывшему учителю, и учителю, конечно, но я тоже немножко работаю сейчас в школе, очень важно и дорого то, что вот подрастающее поколение, видя вот эти ваши работы, действия, будут подрастать хорошими людьми. Вот это спасибо вам большое за участие в воспитании подрастающего поколения прежде всего. Здоровья, счастья вам, успехов в работе, в личной жизни. Хорошо, среди недавно праздник за пограничный. Как прекрасно сделай. Как обычно. Уважаемые пограничники, у нас недавно был 28-й день пограничника. В честь Дня пограничника два коротких, один длинный. Гиб-гиб! Ура! 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 Спасибо. Мать пограничника,
Награду висящую. Давайте принять. А также вручается знак ветеран пограничных войск Григорию Петру Витальевичу. Поздравляем. Знак носится рядом с отличием пограничных. А? Нет, на этой стороне, направо. Поздравляю! Также Артанкин Андрей. Артемкин Андрей. Поздравляю. Служу пограничному братству. Поздравляю. Ильин Владимир Николаевич. Поздравляем. Аккуратно. Служу пограничному братству. Поздравляем еще раз. Петров Юрий Зосимович. Поздравляем. Держи. Подожди, подожди. Держи. Ой. Служу пограничному братству. Поздравляем. Еще раз. Ананев Иван Петрович. Служу пограничному братству. Вот торжественное мероприятие, посвященное открытию пограничного знака в селе деревни Ильич, подойди, подходи. Нижний Мочалин. Ильич! Иван Ильич! Мы уезжаем. Давай, скажи напоследок. Завершается закрытым. Все, Карпесову глава это. Все, уезжаем мы. Спасибо пограничному братству за то, что не забывайте мочарское сельское поселение. В прошлом году мы посадили аллею пограничников. В этом году мы открыли пограничный дом. И на следующий год мы что-нибудь еще придумаем. Это обязательно. Соседей надо подтягивать. Так что приглашаю вас в следующем году, чтобы не забывали, на 28 мая, 28 мая, День пограничников. По традиции все это осталось. Так, По традиции.